Великая Отечественная война. Все дальше и дальше от нас. Но боли не становится меньше. Меньше становится тех, кто мог бы рассказать нам о том времени. Сегодня мы расскажем о детях войны, о тех, кто боролся с голодом в тылу. Когда началась война, Раисе Хисамуддиновой было 10 лет. Папа ушел на фронт, мать осталась с 5 детьми. Сказать, что было тяжело, все равно, что ничего не сказать. Мама 5-го воспитал, колхоза работал день и ночь. Мы зернышко собирали в поле, трава кушали, и все видели мы. Говорить-то не хочу. Есть было нечего, питались одной травой, продолжает Савничей Шаповалова. Казалось, что выжить невозможно, но жить хотелось очень. Траву и это мы собираем в лесу, собираем краи леса. И потом еще и это поле собираем, эту траву. Траву собираем, и нам мама делает кашу, эту траву. Кашу делает, ну, кушать-то нечего было, но мама старалась уж нас кормить хоть такой травой. Хайдар Фазрахманов помнит лепешки из травы, которые готовила его мать. Благодаря ее невероятным усилиям получилось выжить. Жили, трава ели, крапиву нашли есть. То, что не кислый, не горький, трава и все варили. Мать, конечно, варила. И вот кусками она прожимает воду и ступ. Кили. Оттуда и толщила она. Рафат Шарипов рассказал, что на долю детей, оставшихся в тылу, выпала нечеловеческая участь. Детство для них резко закончилось, началась взрослая жизнь. Мы тогда уже рано повзрослели. Это самое главное. Все делали, что взрослые делают. Все. Пахали. Еле-еле еще пацанами были, боронили. Много боли и страданий пришлось пережить им, детям войны. Они и сейчас вновь и вновь возвращаются в своих воспоминаниях в то нелегкое время. Весной особенно, где поля картофельные были, картофельные поля, мы перекапывали, это мерзлые, которые это картошку привозили себя домой и лепешки делали. С этих картошках. Так уж случилось, что волею судеб наши герои оказались вместе в доме-интернате для престарелых и инвалидов Черемшанского района. Здесь им хорошо, их душа спокойна, и больше нет страха за жизнь. Есть только радость.